Салям алейкум, в эфире программа Jungle Studio. Мы продолжаем беседу с участниками пиано-фламенко бенд. Салям алейкум. Алейкум салям. Расскажите, как часто вас можно услышать, потому что концерт прошел на ура, было очень много людей, и я думаю, что будет много желающих посмотреть и прийти на этот концерт. Ну, мы играем где-то раз в 2 месяца. Вот в Caribbean клубе у нас есть как бы постоянные зрители, которые на нас приходят. Вот, и есть в планах сделать еще несколько концертов в рамках более классической площадки, то есть это либо дом архитектора, либо дом актера. Вот мы сейчас как раз выбираем и хотим повести проект в другие города Украины, показать также. Также будет концерт в галерее Высоцкий 30 марта. Да. Вот пока что то, что мы знаем точно, это что мы с Викторией там будем участвовать, и еще хотим подготовить какой-то сюрприз для публики. Расскажите, Виктория, вы еще и композитор, вы не просто профессиональный музыкант. И я читала, что вы еще пишете музыку к фильмам. В принципе, композитор может писать музыку для чего угодно. Вот. Конечно, киномузыка мне очень интересна. Вот, у меня было несколько таких проб, вот, но, к сожалению, почему-то вот моя судьба не сложилась в этом плане, то есть я пыталась там как-то договариваться, посылала там резюме, кусочки там, фрагменты музыки, но как-то вот не знаю почему, но это не пошло. Может быть, когда-нибудь еще. Вот, но в целом мне действительно очень интересно делать музыку к видеоряду. Вот, к компьютерным играм, к фильмам, к мультфильмам, ну, то есть это было бы классно. А как происходит процесс написания музыки? Смотри, какая музыка пишется. То есть, если музыка к видеоряду, то, конечно, его нужно очень хорошо прочувствовать, просмотреть несколько раз, прислушаться к себе, что возникает внутри. Вот. И потом как-то уже возникает некий образ. Я даже не знаю, как это обозначить. Всегда очень сложно говорить о том, как возникает музыка, она по-разному возникает. Вот. И потом уже что-то там садишься за фортепиано, начинаешь какие-то мелодии, какие-то темы приходят. Вот. Ну и потом уже работа непосредственно с картинкой под картинку.
Слушаете ли вы альбомы и вообще считаете ли вы, что это нужно, необходимо на сегодняшний день? У меня есть один альбом гитарной музыки в стиле традиционная фламенко. Нужно ли писать альбомы? Я думаю, что каждый музыкант для себя решает, какая его мотивация. Я, например, когда его записывал, для меня прежде всего было важно именно записать альбом, потому что музыкант, который не записал альбом, и музыкант, который записал альбом, так в воображении это немножко два разных типа уровня. Вот если ты записал альбом, у тебя уже есть вот что-то такое, что тебя выводит на какой-то новый уровень. Ты уже с альбомом, а так был без альбома. Но на самом деле, да, вот когда пишется альбом и подводится действие под то, чтобы его издать, это так, и это как-то заряжает. Но потом, когда альбом уже издан, уже ж надо потом дальше что-то с ним делать. Дальше как-то эти диски используются либо в качестве промо, там, либо где-то могут там продаться, где-то подариться. В общем, это уже как бы инструмент самопрезентации и довольно важный и значимый лично для меня инструмент. Так что я не жалею, что я этот альбом записал вот, и издал. Вот. Так что хорошее дело, всем рекомендую.
территории Украины ваш проект очень уникальный. Даете ли вы мастер-классы? Нет, пока что не даем мастер-классы, потому что это настолько нишевая музыка, ну правда, что вряд ли найдется желающий человек или хотя бы там несколько, чтобы спросить о чем. Не обращались музыканты? Ну, я думаю, что по гитарной тематике обращались точно, а по фортепиано нет, потому что я сама как бы ищу себе мастер-классы, и есть, в общем-то, считанные педагоги в мире, которые могут что-то объяснить, и вот именно в плане фортепианного фламенко. Ну, они живут в основном в Испании, конечно, вот, и я сконтактировала с некоторыми из этих людей, и вот брала уроки по скайпу. Запросы на мастер-классы больше поступают от танцевальной среды, вот, тех, кто обучаются танцу фламенко, но в основном это запросы на классы по ритмам фламенко, потому что ритмы фламенко им надо тоже знать, как и музыкантам, как и певцам. Это именно пульс, это основа, которой должны владеть все. Ну, а при этом от танцевальной среды даже как бы, в последнее время таких запросов не поступало. То есть им достаточно того, что они танцуют под какие-то фонограммы и все. Вот. А так, чтобы это было именно в профессиональном ключе, у нас слишком мало музыкантов, которые занимаются этим стилем, вот, для того, чтобы даже с ними как-то кооперироваться. Ну, как правило, если появляются какие-то такие музыканты, я, например, стараюсь с ними как-то поддерживать контакты, сотрудничать. Вот, но таких музыкантов очень мало. Но те, кто есть, мы о них знаем. А вообще как-то общаетесь друг с другом, например, союз гитаристов? Ну вот чем мне, например, нравится, вот, хоть и немногочисленная, но такая музыкальная тусовка внутри вот одного стиля, вот, например, фламенко. В Украине это то, что музыканты, которые им занимаются, абсолютно доброжелательно друг к другу настроены, и мы общаемся просто как люди, там, в соцсетях списываемся, то есть у нас абсолютно нормальное общение без каких-то там взглядов из-под лобья. Ну, джемы вы не устраиваете, да? Джемов мы не устраиваем, но и бывает, что на фестивале, например, во Львове проходит фестиваль фламенко, и мы собираемся, и кто во что гораздо там начинаем играть, кто что. Это интересно, но это немножко как-то в разнобой играем, потому что один выучил одно, другой выучил другое. Один выучил, что выучил, то и играет, другой пытается играть куда-то аккорды. И иногда это получается, иногда нет. Но сама по себе идея такого джема интересна.
все, Голнес. Дякую. Спасибо большое за интервью. Спасибо, что вы решили сделать такой микс крымско-татарской музыки с фламенко. Это, кстати, вообще очень ново и необычно. И мне было очень приятно с вами поработать. Несколько репетиций у нас с вами было. Спасибо за Классные участие. музыканты, очень позитивные. И, в принципе, вам за вашу музыку, за то, что вы делаете. Спасибо. А на сегодня все. С вами была программа Journalist Studio. Оставайтесь с телеканалом АТР. Слушайте хорошую музыку.